Алло? Здравствуйте, Гулжигит, меня зовут Ольга, я из службы развития качества сервиса Яндекс.Такси. Вы на заказе? Нет, я не на заказе, я свободен. Связываемся с вами, так как вы записаны на видеоинтервью по тарифу бизнес. Удобно говорить? Да, удобно говорить. Отправили вам смс-сообщение со ссылкой на видеовстречу в приложении Яндекс Телемост. Вам нужно зайти в смс-сообщение вашего телефона и перейти по ссылке из смс подключиться. Сможете сейчас? Так, давайте, вы отправили мне смс, да, или же в самом таксометре? СМС-сообщение на ваш номер телефона. В Так. вашем телефоне необходимо смотреть. 5 minutes later. Здравствуйте, Гулжигит, меня зовут Ольга, я из службы развития качества сервиса Яндекс.Такси. Вы на заказе? Нет, я не на заказе. Припаркованы. Что говорите? Припаркованы. Да, припаркован. У нас на это время назначено видеоинтервью по тарифу бизнес. Вам удобно сейчас ответить на несколько вопросов? Да, удобно. Сейчас мы с вами немного побеседуем, разберем несколько вопросов, и после я скоординирую вас по дальнейшим шагам. Могли бы вы удалить камеру? Мне необходимо увидеть ваш дресс-код: рубашку, рукав рубашки, брюки, обувь. Хорошо, рукав у меня, вот смотрите, с длинным рукавом. Так, из машины выйти. Хорошо. Из машины выйти или... По возможности, да, чтобы было видно брюки. Да. Смотрите, как показать на брюки. Вот брюки. Да, хорошо. Направьте камеру, покажите обувь сбоку. Комплект обуви. Каблуком. Вот так видно будет сейчас. Хорошо, спасибо. Располагайтесь. Расскажите, как готовились к нашей встрече, ознакомились ли вы с нашими стандартами на сайте. Да, ознакомливался, изучал и тесты проходил. Готовился, да. Хорошо, в тарифах Ультима высокие требования к водителю автомобиля, к самой поездке. Сегодня мы с вами рассмотрим основные моменты стандартов качества. Начнем с вами со стандартов касаемо внешнего вида. Какая рубашка допускается по стандартам сервиса? Допускается белая рубашка с длинным рукавом без узоров. А если очень жарко, допустимо ли использовать рубашку с коротким рукавом? Нет, недопустимо. Хорошо, рубашка должна быть с классическим воротником и белыми пуговицами. Можно ли использовать парфюм? Парфюм нет, не допускается. Албетте достор, бардыңыздарға видеоның башында Атаман такси паркын сунуштап кетейік. Бұл парктың комиссиясы көпшілікке малым болғанда эле 2,5%. Акчаңыздарды 24/7-ге моментально ешқандай комиссиясы жоқ, жана ешқандай чектөөсү жоқ, чечип алсаңыздар болот. Жана ошондой эле таксиге тиешелүү керектүү документтердин бардыгын жасап беришет. Россиянын аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там экономдон бизнес класска чейин кошуп беришет. Там Айбах, Элит, Премьер, Грузовой, Экспресс, любой тариф бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо, кошулуп менен чогуу иштеңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Видеону улантабыз. Как считаете, для чего создан такой стандарт? Чтобы парфюм не использовать. Да, почему? Ну, может быть, у пассажиров может быть аллергия на парфюм, на запах. Хорошо, перейдем далее к стандартам подготовки автомобиля. Какие 4 элемента автомобиля должны быть чистыми в любую погоду? Дверные ручки, стекла, пороги и коврики должны быть чистыми. Какую температуру воздуха необходимо выставлять в салоне автомобиля? 20-22 градуса температура. Хорошо. Следующий блок. Вопросы касаемо поездки. Вы приезжаете на заказ, выходит пассажир, который внешне по одежде не похож на остальных ваших пассажиров. Например, пожилая дама с сумкой, тележка или мужчина в простой одежде. Пишите, как будете встречать пассажира. Буду встречать у задней правой двери в машине, поприветствую пассажира, открою дверь, затем уберу багаж. Что нужно уточнить у пассажира перед началом поездки? Конечный маршрут нужно уточнить и пожелание к поездке. А где лучше уточнять точку Б? В машине, когда пассажир сел и я сел.
Пожалуйста, не отменяйте заказ, если уже приняли его, не просите пассажира отменить заказ за вас. Это нарушение стандартов сервиса и может повлиять на ваши показатели и доступ к сервису. Еще хотим напомнить, что в сервисе запрещено начинать или поддерживать разговоры на личные, политические, религиозные, другие темы, не связанные с поездкой. Сейчас я расскажу вам несколько реальных случаев из опыта водителей тарифа Пультима. Расскажите, как бы вы повели себя в этих случаях и что именно вы ответите пассажиру. Пассажир спрашивает, можно ли покурить во время поездки, что будете делать, что скажете пассажиру, смоделируйте ответ в виде прямой речи. Попрошу воздержаться от курения в салоне автомобиля до окончания маршрута. Салон не курящий, нежелательно в машине в салоне курить. Как вы считаете, по какой причине не стоит курить в салоне автомобиля? Ну, останется запах, и после пассажира могут быть люди, не переносящие запах, и беременные люди, пожилые люди, и люди с заболеваниями. Хорошо, смоделируйте ответ в виде прямой речи. Представьте, что я ваш пассажир, как бы вы обратились. Угу. Попрошу вас воздержаться от курения в салоне автомобиля, так как после вас может оцениться запах, и могут быть люди, которые не переносят запах. И люди беременные, пожилые люди, или же люди с заболеваниями. Я могу где-то остановиться, и вы выйдете, покурите, затем продолжим поездку. Хорошо, во время поездки пассажиру стало плохо, его укачало. Как поступите в этом случае? Сформулируйте, пожалуйста, ваш ответ пассажиру. Поинтересуюсь самочувствием, предложу воду, салфетки и предложу окно открыть, или же, может быть, пересесть на переднее пассажирское сиденье, может быть, пакетик предложу. Хорошо, сформулируйте ваш ответ пассажиру в виде прямой речи. Представьте, что я ваш пассажир, стало плохо, как обратитесь? Угу. С вами все хорошо? Может быть, вам воду предложить, салфетки, или же окно открыть? Если вас сзади укачивает, заднее сиденье, можете пересесть в переднее кресло. Хорошо, если пассажир сообщит, что ему стало очень плохо, Но в этом что можно случае, предложить? в этом случае можно предложить поехать в аптеку, может быть, или же вызвать скорую помощь. Вы приезжаете на заказ, никаких комментариев не было. Оказывается, что ваш пассажир, мама с двумя детьми, возрастом около 3 лет, у вас одно детское кресло, лошади есть. Сформулируйте ваш ответ пассажиру. Попрошу перезаказать машину, так как у меня одно детское кресло, а детей двое. И по возможности помогу перезаказать другое такси, другую машину. Хорошо. Сформулируйте ваш ответ пассажиру в виде прямой речи, как бы вы ответили пассажиру. Угу. Я извиняюсь, у меня одно детское кресло в машине, а у вас двое детей. Можете ли вы перезаказать такси, или давайте я вам помогу в этом, так как по стандартам правил дорожного движения это запрещено. Как можно заменить категоричную фразу «запрещено»? Запрещено можно другими словами, как могу ли я вам перезаказать такси, ну, ссылаться на правила дорожного движения. Хорошо, сформулируйте ваш ответ пассажиру, заменив категоричную фразу «запрещено». Угу. Запрещено. Это техника безопасности. Да что ты, черт побери, такое несешь? Во-первых, по ПДД. И детское кресло. Как? Угу. Затруднился в этом моменте, да? Как сказать? Какой еще аргумент можете привести пассажиру? Почему не стоит перевозить детей? Ну, это в первую очередь безопасность. Хорошо. Но мы очень торопимся, к тому же на улице дождь, дети уже замерзли, отвезите нас, пожалуйста. Что можно предложить пассажирам в этом случае? Сформулируйте ваш ответ пассажиру. Предложу сесть ко мне в машину и переждать, когда приедет уже другая машина. Хорошо, сформулируйте ваш ответ пассажиру в виде прямой речи полностью еще раз. Еще раз заново, или вот этот случай сам? Да, полностью заменив категоричную фразу «запрещено».
Сейчас, одну секунду, что-то растерялся. Я извиняюсь, у меня одно детское кресло, а у вас двое детей. Можете ли вы перезаказать другую машину с двумя детскими креслами? Если, как вы сказали, погодные условия, то давайте вы ко мне сядете в машину, и мы с вами, я могу вам помочь перезаказать другое транспортное средство. Хорошо. Хочу вернуться к вопросу. Вы приезжаете на заказ, выходит пассажир, который внешне по одежде не похож на остальных ваших пассажиров. Хочу уточнить, что достаточно у пассажира уточнить точку Б в салоне автомобиля и начать поездку. Спасибо за ваши ответы. Результаты и дальнейшая инструкция поступит вам в СМС-сообщение за 24 часа. Уточните, пожалуйста, планируете выполнять поездки в тарифе бизнес на личном автомобиле или на арендованном? На арендованном. В тарифах Ультима обязательно требуется студийное фото водителя в профиль Яндекс.Про. Его можно сделать в центре для водителей. Ссылка, по которой вы сможете записаться на фотографию, поступит вам в СМС-сообщение. Без фотографии доступ к заказам тарифов Ультима не откроется. В сервисе есть тайные покупатели, которые проверяют соблюдение всех стандартов. В случае их несоблюдения доступ к тарифу может быть временно закрыт. Ознакомиться с информацией можно на сайте. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам, всего доброго. Также. Амей! Астафирулла. Мен действительно жигиттер, айымдар, мырзалар, даярдандым эле. Өзүмчө баягы жолдо баратканда дагы ушул ситуациялардын бардыгын моделировать этип, я извиняюсь, могу ли вам помочь андай-мындай деп, но могу до такой степени даярданбаппын да. Растерялся. Көрдүңөр видеону башынан аягына чейин. Эч кандай үзүп сүзүп монтажы жок коюп бергенге аракет кылдым. Эми ушундай моменттер болуп турат экен. Адам экенбиз, человеческий фактор деген нерсе бар. Адашабыз, тем более волнение бар, толкунданасың представитель менен сүйлөшүп атканда, бир нерсени бир мындай өтө бир серьезный совещанияда отургандай элестетип өзүндөй сүрдүнүү пайда болот экен. Денең чымырапчы. Но Комплюска бир жолу видео интервью тапшырганда ал жакта кичине сүйлөшкөм, ошон үчүн азыр более-менее свободныйраак отурдум да. Но ошентсе дагы эптеп сүйлөштүм, эптеп жоопторду так бергенге аракет кылдым. Канча да бул тил менин эне тилим эмес, ошон үчүн анча-мынча жерде керек менде деле каталар бар, аны признавать этем. Ошол видео жаккан болсо лайктарын басып, комментарийлерден жазып, ой пикирлерден жазып койгула. Туугандар, лажы болдумбу же өтөмбү өтпөймбү? Буюрса канча убакыттын ичинде СМС келсе, СМСте деле балким уже же көрдүңөр, либо эми жайгаштырып атам да. Ошол, туугандар, Акимович YouTube каналына кош келиптирсиңер. Да бир жолу кийинки сменалардан, бизнес тарифтерден буюрса жолугушканча силер менен коштошом. Барыңыздарга салам алейкум.